Адам портит все. В твоем шоу любят критиковать рекламу. Но с тех пор, как рекламу стало поддерживать телевидение, твоим фанатам приходится смотреть твои выпуски с перерывом на то, что ты так презираешь. Ну ладно, хорошо. Я соглашусь с тем, что это немножко неприятно. Но давай по чесноку, люди же не сразу бегут покупать то, что не видят в рекламе. О, Адам. Цель рекламы не в том, чтобы заставить тебя, сломя голову, бежать за товаром. Реклама медленно, но верно выстраивает у тебя в мозгу ассоциации с выбранным брендом. У рекламщиков целый арсенал уловок, чтобы добиться своего. Например, эмоциональная привязка. Это когда реклама ассоциируется с чем-то, что вызывает у тебя положительные эмоции. Ты как бы привязываешь свои чувства к их бренду. Милые щеночки, детский смех. То самое чувство после потягушечек. Моющее средство Халка. Ничем не хуже их. О, этот гель действительно как маленький щеночек. Вот тебе еще один приемчик. Повторение. Чем чаще ты что-то видишь и слышишь, тем сильнее тебе оно нравится. Эконом до 50% со страховкой от Халкоу. Страховка. Страховка от Халкоу. Воу, все говорят об этой страховке. А затем фиксация. Это когда реклама показывает нам определенное, связанное с товаром, поведение, чтобы затем заставить нас его повторять. У тебя много друзей, ты на пляже со своими друзьями. Вы пьете крыничку. Пляж — это крыничка. Пляж, крыничка, крыничка, пляж. Пляжная крыничка. Оу, в следующий раз пойду на крыничку, выпью пляжа. Что? Не. Он у меня в голове. А лучше всего реклама действует на детей. Исследования показывают, что дети младше 8 не понимают, что такое реклама, и часто воспринимают ее как факты. Новая газировка от Халкоу. Не выпьешь ее? Мамка и папка помрут. Мамуся, я спасу тебя. Ага, за батьку так и ни глотка не сделал. Ну ясно.